Вы знаете, студия Башкирского спутникового телевидения работает на медиа ЕЕНе. Говорим сегодня о будущем национальной журналистики. Какое оно и есть ли вообще? В частности, перспективы регионального телевидения обсудим сегодня с генеральным директором Национальной ассоциации телерадиовещателей Александром Широких. Александр Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Альбина. А вы с какого канала начинаете свой день? Телеканала вы имеете? Да. Или вы все-таки уже ушли в интернет? Нет, я, конечно, начинаю с телеканала. Я такой человек олдскульный. У меня есть 3-4 канала, которые я постоянно смотрю. Я человек достаточно консервативный. Называть их, наверное, было бы немножко некорректно, просто с точки зрения того, что я представитель общественной организации, объединяющих всех. Но это региональные каналы? Нет, это не региональные каналы, простите. Это тематические каналы. Мне на работе хватает всей этой политики, чтобы не смотреть еще и общественно-политические каналы. Нет, это такие релаксовые каналы, типа там всяких «Зверушках» и прочее. Но сегодня в зале развилась такая большая дискуссия после того, как вы заявили, быть может, вы меня проклянете, но бюджетировать национальные СМИ отдельно не нужно. Давайте, да, спасибо, что вы услышали так. Я, наверное, может быть, косноязычно высказался, может быть, стоит все-таки, послушав других коллег, да, мне захотелось поправиться. Я, конечно, правильнее было бы сформулировать это по-другому, что я, конечно, за поддержку национальных СМИ, просто эта поддержка должна быть наравне с остальными, назовем их, ненациональными или русскоязычными СМИ. Конечно, здесь, разумеется, дело не так в моей национальности, образно говоря, да, а в том, что просто я считаю, что несмотря на всю социальную значимость СМИ, в том числе электронных, которые продвигают язык, которые помогают его знать, которые помогают его не утратить, которые помогают детям узнать культуру, обычаи, традиции, я не знаю, кухню, танцы, костюмы и все остальное. Я думал, что все-таки какое-то дополнительное финансирование, дополнительная поддержка будет в данном случае излишней и поставит все-таки оставшиеся СМИ, не национальные, в некую неравную ситуацию. И эти будут чувствовать себя избранными, расслабятся, это убьет конкуренцию, а как мы знаем, отсутствие конкуренции, оно снижает качество продукта. Вы, разъезжая по стране, так скажем, приезжая на такого рода совещания, наверное, многократно слышите, что федералам, конечно, легче, у них большой бюджет, у них большие студии, у них высококлассные специалисты, техника, региональщикам гораздо сложнее и конкурировать, и, в общем, искать свое место под солнцем. Ведь оно есть, это самое место под солнцем. И вот современное региональное ТВ на что в первую очередь должно ориентироваться? Ориентироваться на свою целевую аудиторию. Несмотря на то, что многие сегодня из коллег вставали и говорили о том, что нету исследований, исследования старые, исследования то все. Но мне кажется, что, конечно, разумеется, ты сам не можешь, практически не можешь, ты сам, будучи телеканалом, практически не можешь узнать объем своей аудитории, но практически точно ты можешь выловить портрет своей аудитории, да, в конце концов, что мешает радиостанции «Юлдаш», представитель которой выступала, что мешает, так сказать, повесить у себя ВКонтакте опрос там, или в Телеграме, или где-то еще, в какой-то любой соцсетке, которая у них раскручена, повесить опрос, ребята, так сказать, вы кто, да, как это делают многие телеграм-каналы, которые, по сути, анонимны, да, в смысле, с точки зрения там участников, да, они пишут, вы откуда? И там Москва, Екатеринбург, Уфа, Стерлитамак и так далее. В общем, я считаю, портрет аудитории главный редактор СМИ должен знать. Разумеется, могут выжить не только те региональные каналы, у которых есть в эфире спорт. Даже если, так сказать, Салават Юлаев вылетел, это не означает, что из плей-офф, это не означает, что все, со вчерашнего дня БСТ больше смотреть никто не будет. Нет, это не так. Зрителю нужен местный контент, и никто, кроме БСТ или маленького муниципального канала Республики Башкортостан, его не даст. Федеральному каналу не до этого, это не его задача. И какой бы у него ни был бюджет, у него просто нет эфирного времени для того, чтобы освещать то, что произошло в соседнем с вами подъезде, например, или доме, или даже городе. Но вы знаете все цифры от и до, вот если взять современный реалии, то есть средняя доля телесмотрения региональных каналов. О каких цифрах идет Еще речь? недавно, до отключения аналога, средняя доля, скажем так, не средняя доля, а доля лучших региональных каналов лавировала в районе 5-6%. Это хорошие цифры, очень хорошие цифры. При таких цифрах эти региональные каналы, обычно список которых чаще всего многие годы возглавляла Хабаровская губерния, традиционно такой вот самый топовый, самый рейтинговый региональный канал. По-моему, в топах также была Волга Нижегородская. То сейчас, конечно, картина немножко изменилась, и мало кто из региональных каналов имеет долю больше 1,2%, что, конечно, маловато, но таковы новые реалии, изменился ландшафт.
Россия перешла на цифровое телевидение. И даже дело не в том, что она на него перешла, а в том, что отключила аналоговое вещание федеральных каналов, после чего аудитория массово мигрировала в цифру, и это сказалось на нашей аудитории. Именно поэтому мы бегаем и, так сказать, с бубнами и просим региональные каналы срочно бежать во все остальные среды. Слава богу, БСТ здесь может быть хорошим примером и с точки зрения традиционных сред, как, например, кабельное вещание или спутниковое вещание, так и нетрадиционных или новых сред, или нелинейных сред, всяческие OTT-сервисы, онлайн-кинотеатры, которые имеют потоковое вещание, линейное и прочее. Да, здесь вы молодцы, тоже честь вам и хвала, и уверен, что ваш зритель, он ваш не только потому, что у вас есть вещание на башкирском языке, он ваш, потому что вы, так сказать, вы его люди, он вам верит, он вам доверяет. Прошлый год, конечно, очень высветил тему доверия, да, к традиционным СМИ, просто высветил, потому что то, что мы могли читать в соцсетях, в телеграммах и прочем, там про эти, там, я не знаю, что читали уфимцы, но в Москве мы читали про трупы, которые свалены замкадом, умершие от коронавируса, что их уже ставят стаймя, потому что класть их уже тоже некуда, и прочие, так сказать, страсти-мордасти. СМИ все-таки мы, да, конечно, это очень плохо, что мы зарегулированы, Роскомнадзор, ФАС, там, министерство, тыр-пыр со всех сторон, мы, так сказать, это не скажи, это не покажи, не дай бог, там, иноагент или еще что-то. Но с другой стороны, это заставляет нас 300 раз работать с такими вещами, как проверка фактов, да, фейк-ньюс там, и прочие вещи. Ну и вообще, как бы у журналиста современного должна быть голова на плечах. А еще за ним есть редактор, а еще за ним есть там, шеф-редактор или выпускающий редактор. Люди, которые просто должны вообще уметь чувствовать всю эту историю. Так что все это самое, все прекрасно, все будет хорошо. Оптимистично вы настроены. Я очень. Кстати, что там с третьим мультиплексом? На чем Кстати, застряли? Что там с третьим мультиплексом? На чем застряли? Хороший вопрос. Значит, тут две, если быть объективным, две истории. Значит, первая история, застряли на том, что в том году включили его в концепцию развития телерадиовещания до 2025 года, которую писала рабочая группа при правительственной комиссии по телерадиовещанию. Очень важный орган, очень серьезный, еще раз, он при правительстве. Но в том году комиссия не собралась. Концепция осталась. Да. И даже в Зуме, в смысле. Или сослались на то, что нет денег, давайте мы это отложим. Тут надо понимать, что концепция содержала, там, я не знаю, 200 страниц, из которых про третий мультиплекс была одна, две, окей. Поэтому здесь не стоит увязывать и притягивать за уши. Нет, конечно, совершенно не поэтому. Сначала пандемия, потом сменил отрасль председатель этой рабочей группы Ольга Паскина. Я так понимаю, что авторы и соавторы концепции решили просто пойти каким-то другим путем. Я это чувствую из того, что я вижу по новостям Госдумы, что, например, недавно прошла новость о том, что Госдума сделает законопроект о том, чтобы онлайн-кинотеатры ставили счетчики, и я вижу, что там-сям появляются какие-то замедления Твиттера и прочие вещи, появляются какие-то вещи, которые где-то тем или иным способом были в концепции предусмотрены. Поэтому вполне возможно, что просто мы пошли другим путем. Что будет при этом с третьим мультиплексом, я не знаю, но это одна часть вопроса. Вторая часть вопроса касается, скажем, его целесообразности, потому что, да, буквально еще, наверное, год назад я сам в него очень верил. Прошлый год, конечно, немножко изменил, мое понимание, личное, по крайней мере, этой истории, потому что... опять скажете, вы меня проклянете, но... Вы меня проклянете, разумеется, да. Да, проклянете, да, он не нужен. Потому что то время, которое займет его построить, к тому моменту, когда мы его запустим, он точно будет не нужен. Я вам скажу больше. Мы только что разговаривали на большой сцене о Максим Ульчев, председатель агентства, говорил о том, что, естественно, мы должны думать, государственные деньги, разумное расходование, ля-ля-ля. И мы его прекрасно понимаем. Но история с третьим мультиплексом, там, я не знаю, через 7 лет или даже через 4 года, через 3. Уже устаревшая. Да, она устаревшая, она никому не нужная, и к тому моменту БСТ могут оптимизировать так, что мы просто не потянем платить расходы на третий мультиплекс. Значит, будет ли среднестатистический российский телевизионный зритель смотреть цифровое, эфирное, наземное телевидение в 2024 году, мы тоже не знаем. Однозначно надо читать и следить за новостями и видеть политическую, так сказать, подоплеку того, что происходит. Да. Могут заблокировать YouTube. Все может быть. Да. Значит, надо все это, так сказать, держать ухо востро, срочно бежать в российский аналог этого YouTube. Да, понятно, что это совершенно другая площадка. Да, понятно, что она не раскручена. Да, понятно, что там не сидят миллионы, миллиардов людей, которые сидят в YouTube. Ну и бог с ним, ничего. Значит, если у людей не будет никакой VPN, никто не будет ради VPN лазить в YouTube.
Все, что надо, переползет туда, я вас уверяю, хотя я не являюсь вот таким вот ура-патриотом, там, бить себя в грудь, давайте заблокируем. Я не про это вообще, да, но я уверен, что эта история подъемная. Да, там жалко будет, если заблокировать Facebook. Мне, например, дико жалко. Это единственная сеть, которая... Ну ничего, переживем, ну пойдем нафиг в этот контакт, там еще куда-то. Ну, в общем, надо быть ближе к своему зрителю. И в конце концов, мое личное, я не готов сказать, что это индустриальная позиция. Мы все равно, наверное, будем официально за нее продолжать биться. И продолжаем биться. Буквально на прошлой неделе была моя встреча. Но лично, как Александр Широких, я не уверен, что он нужен. Я из вашего выступления сегодня запомнила такую фразу, что любой пропагандистский канал, он убыточный. Но ведь любой региональный канал, он пропагандистский, разве не так? Да, любой региональный канал убыточный. Здесь нет никакого секрета. Если телеканал принадлежит, его учредитель – это местная власть, то канал убыточный. Да, я не знаю ни одного прибыльного регионального канала. Да, это как бы такие же расходы, как вот там для власти, как и многие другие статьи расходов. Это расход, это не пропаганда, это не способ зарабатывать. Пропаганда – это способ доносить мысль до огромного количества, максимального количества своих сожителей. Именно поэтому сейчас агентство печати говорит: ой, ну нам надо думать, вот целесообразность, мы на вас же тратим много денег, а вот вы, видимо, показываете там недостаточную эффективность, как мы думаем, да? Может, мы хотим, чтобы вы до 80% жителей Башкортостана хотели, а вы доходите до 78%. Вот о чем речь. Но с другой стороны, возникает такая проблема, что действительно многие министерства и даже частные компании думают, он же государственный, ему ни за что платить не нужно, за все уже заплачено. Это не хорошая позиция, это неправильная позиция, разумеется. Более того, в ваших этих финансированиях не заложено никаких прибылей, бонусов, так сказать, и ничего особенного. Вы, по сути, вам просто обеспечивают ваши расходы, из которых львиную долю, на самом деле, составляет оплата сигнала, на самом деле, дистрибуция. Я примерно понимаю какие-то деньги. Это понимает? Да, спасибо. Я прекрасно понимаю, сколько стоит войти в Триколор и вещать там. Все знаю прекрасно. Стоит техника современная? Сколько стоит современная техника, сколько стоит, так сказать, сделать хороший ребрендинг, сколько стоит обеспечить хорошую HD-картинку, а не такую, от которой, так сказать, кровь из глаз идет. Все прекрасно знаю. Значит, если говорить о том, должен ли теперь государственный канал все делать всем окологосударственным структурам бесплатно, нет, я так не считаю. И вот ваш совет профессионала, как найти ту самую золотую середину между пропагандой и интересами аудитории целевой? Ну, чтобы не перевалиться? Наверное, для меня... Ведь нам же важно не чтобы мы в кабинете чиновников. Наверное, образец это, скорее, Первый канал, да, где, да, достаточно жесткие, порой агрессивные политические шоу или околополитические, но при этом огромные инвестиции, внимание развлекательному контенту, и голос дети, и какие-то такие немножко желтизны, потому что все равно народ на это клюет, всякие вот эти около ДНК, вот эта вот вся история. Да, это не рецепт для регионального канала. Но только хотела спросить. Но компромисс в этом. Что касается регионального, если вы спросите, то опять-таки мы идем обратно. Полный портрет целевой аудитории. Кто твоя целевая аудитория? Только от этого можно делать. Все каналы, в том числе региональные, которые прогрессивный, молодой, умный, красивый, образованный, эрудированный генеральный директор делал так, чтобы этот канал ему нравился, все провалилось. Канал надо делать не под себя, канал надо делать под аудиторию. Спасибо за увлекательную беседу. Спасибо большое. Таким было интервью сегодня. Оставайтесь на канале БСТ и будьте всегда в курсе последних новостей. До встречи в эфире.